Всем привет, дорогие друзья! Денис. Здравствуйте. Мы в Морово. Несколько лет назад мы построили вот этот прекрасный дом. Дом одноэтажный, из бруса, параметрами 6 на 9 плюс терраса. Мы здесь уже утепляли полы. Да, утепляли потолок, делали перегородки. Наш коллега пришел, сделал электрику. И сейчас мы будем делать внутреннюю отделку чистовую имитацией бруса. Такая, да, идет поэтапная работа по мере, возможностей. Давайте пройдем внутрь, посмотрим. Здесь все прям по нашему жанру. Вот да. Все то же самое. Такие же полы. Денис, кратко расскажите, потому что люди уже не помнят, не знают. По-моему, я даже это особо не показывал. Наверное, не было у нас этого. Да. Был. Был момент. Еще вопрос был, что будет здесь в проеме. Точно, вот это я помню. Давай кратко расскажем, как у нас здесь обстоят дела. Вот и снизу начнем. Все, что мы, в принципе, как оставили, так оно осталось. Да, вот мы утеплили полы, настелили фанерный пол, утеплили потолок. Здесь очень высокие потолки, 3 метра. Да, очень воздушные. Такое прямо, да, высота шикарная. Перегородки, функциональные зоны. Здесь одна уютная спальня, там одна уютная спальня, просторный санузел и кухня-гостиная с выходом на просторную террасу. Вот да, это с французским окошком. И мы выходим на шикарное место наше, на просторную террасу, солнечную террасу. Пойдемте. А здесь у нас будет террасная доска. А ступенцы это же... Да, вот, надо, наверное, вот это показать. Вот давайте покажем. Этого дома. Это офигенская печь-камин. Такая классная печь. Вообще, это редкость большая. На сегодняшний день такие печи мало кто ставит вообще. Вся облицованная камнем. Красота. Так, по поводу планировки. Значит, планировка у нас здесь евро-трешка, если по квартирам мерить. То есть две спальни и кухня-гостиная совмещенные. Мы, значит, будем делать здесь имитацию бруса, обшивать имитацией бруса полностью стены, потолки, подготовка покраски и покраска. Мы уже начали маленько тут стены обшивать пленками. Я хотел бы вот что еще показать. Мы здесь не заполняли стены, межкомнатные перегородки. Мы здесь не заполняли утеплителем, звукоизоляцией, для того, чтобы электрик мог уложить туда провода. То есть там идут коммуникации у нас. Это можно увидеть вот здесь. На примере вот этой вот конкретно, да. Мы сделали здесь пол 200 миллиметров утепления. Проклеили пленками, значит, снизу А цоколь, сверху Б, пароизоляция, изоспан Б. И постелили фанеру на фанерные лаги. Все, как в принципе мы обычно это делаем. Расчерчиваем. Здесь можно видеть, где идут фанерные лаги. У нас каждая черта это фанерная лага. Все ясно и понятно. И саморезы вкручены в перекрестие. Везде все точно. Все, так сказать, по картинке. Дальше мы утеплили потолок. Тоже 200 миллиметров базальтовой ваты. Проклеили все пленками, лентами. Для максимальной герметичности, для пароизоляции, для того, чтобы пары не выходили у нас с помещения в утеплитель. И сейчас сделали мы перегородки, поставили вот эти вот, у нас есть пленка, для того, чтобы пары из утеплителя могли выйти в любой момент наружу, так скажем. Все проклеено тоже. Все. Здесь видно, вот каждый шовчик у нас проклеен. То, что мы делаем сейчас уже, подготовку к имитации бруса, вот это у нас пароизоляция на стенах, она тоже вся проклеена полностью, везде, даже нигде не подцепиться, а вот можно маленько. Все проклеено. По стенкам тоже проклеено пленками, лентами. Ну и окно. Вот так вот красиво тоже все заделано. Электрик проложил у нас электрику.
Мы ее снимаем сейчас, то есть демонтируем с тех стен, которые мы пленками зашиваем. Мы их снимаем, потом в дальнейшем мы будем обратно все это монтировать на те места, где все это было. Вот здесь мы можем видеть обсадочную коробку. Она делается для того, чтобы в дальнейшем ваши пластиковые окна, ну или деревянные какие там у вас будут, да, не сдавило в момент осадки, когда брус будет осаживаться, все это будет вниз давить, там есть зазор на усадку. Он заполнен таким же базальтовым утеплителем. То есть там герметично, тепло оттуда не выходит, холод оттуда не приходит, да, и при этом, при всем имеет возможность сжиматься. То есть базальтовый утеплитель определенной плотности, который может сжаться для того, чтобы у нас нормально произошла осадка, при этом не повредив окна. Что такое осадка и для чего мы все это оставляем? Вот эта стена была смонтирована 1,5 года назад. Болты, вот обратите внимание сверху, они были прикручены вплотную. Видите, насколько село здание? Вот это, для этого все это и делается. Да, если бы каркас стены у нас упирался в потолок, то, ну, соответственно, у нас повис бы брус. Брусья висели бы и образовались щели. Стена стояла, да, осадка произошла, выдавила бы потолок и так далее и тому подобное. То есть балки начало бы давить вверх. В дальнейшем это бы повлияло на внутреннюю отделку. Внутренняя отделка бы начала, то есть, ломаться, трескаться, лопаться. Это вот зачастую, посмотрите, у кого есть дома, посмотрите в свои углы. Обои наклеены обычно, обои тянет. Это вот неправильный монтаж, неправильно сделана отделка. Вот здесь все полностью продумано. Видно каждый болт в прорези. Все это подвижно. Просто место кайфа, да? Вот здесь кресло, качалка. Да, и сидишь, кайфуешь, ну классно же. здесь будет подсветка. Да, Видим уже линии. Потом шторки такие красивые, как у соседей вон там. Есть что показать. Да. Ты кайфуешь своим садом, любуешься. Классно. Ну, мы больше не о стройке, да, мы больше о душе, о красоте. А для чего мы еще строим дома? Это я к тому, что дом вот ради кайфа, ради жизни. Классно. Это в квартире только так. Пришел, помылся, переночевал. Да, как ночлежка. А Да. здесь вот можно кайфовать. Круто. Да. За дом. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом уже вашей мечты, смело обращайтесь. Компания Центр домостроения. город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью расскажем, все покажем. Ну и, конечно же, выполним для вас эту работу. Построим дом вашей мечты. Пока-пока.